Страха в реальности нет. Страх живет в одном закоулке, в наших мыслях о будущем. Страх – это плод нашего воображения. Он заставляет нас бояться того, чего нет, и, вероятно, не будет никогда. Опасность – это реальный факт. Но страх – это твой выбор. Все мы рассказываем себе сказки. Я перестал это делать. Потому что впереди шли видные эмиры, как они себя называют. Басаев, значит, Исрапилов, Леча Дудаев. Это они гибли на минно-взрывных заграждениях. Это они гибли под огнем кинжальным наших войск, в первых рядах выходя. Когда 31 января 2000 года, при прорыве из осажденной чеченской столицы чеченские воины узнали, что выход из города Грозный заминирован, кто-то предложил пустить вперед русских военнопленных, мол, их не жалко. И тогда Лечи Дудаев сказал, что они тоже люди, что нам не пристало уподобляться русским, вперед должны идти мы сами, командиры. С ним согласились все. Лечи хотел идти первым, но его отстранил Шамиль Басаев и вышел вперед, и через несколько шагов он взорвался. Ему оторвало ступню. Тогда вперед вышел Лечи Дудаев и тоже через несколько шагов подорвался и погиб. Стало ясно, что эти люди не могут выйти в одну ночь. А проход заранее готовился, заранее несколько ночей подряд разминировали чеченцы, как они это часто достаточно делали, что и помогало им сбежать из русского окружения. Несколько ночей подряд чеченцы разминировали проход, и вот в тот день, когда был назначен выход, стало ясно, что все вместе выйти не могут. И вот построились, колонна продолжалась, одновременно началось движение колонны и продолжалось разминирование, и уже к утру стало ясно, что тот отряд, который должен закончить разминирование, не успевает закончить разминирование вовремя. То есть настал вопрос там остаться еще на день или продолжать идти вперед, несмотря на то, что разминирование не закончилось. И тогда те саперы, которые разминировали, да, они приняли решение идти вперед и вот разминировать проход, которого немного осталось, собственными телами. Да, и в тот первый день, когда прошло, вернее, в первую ночь, когда прошло около 3000 человек, соответственно, впереди шли люди, которые подрывались, разминируя проход собственными телами. Их оказалось около 40 человек. Среди них действительно был Басаев, потому что Басаев принимал это решение, и как чеченский командир, принявший это решение, он и шел среди тех, кто это решение принял, и среди тех, кто жертвовал, соответственно, собой.